Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы с вами снова встречаемся на онлайн-курсе, который называется «Дактильная речь». Сегодня мы с вами будем говорить об очень насущных вещах, которые нужны любому человеку, который либо плохо слышит, либо не слышит совсем. Мы поговорим сегодня о каких-то социальных направлениях. Допустим, если вдруг человек заболел, как вызвать врача, как себя вести на приеме у врача, как себя вести и что говорить, и как понимать человека, если человек пришел устроиться на работу. Сегодня более подробно об этом с вами поговорит наша замечательная Елена Васильевна, да? И озвучивать будет Валентина Ивановна Есева. Они вам расскажут, сегодня покажут, объяснят и покажут некоторые слова и как правильно ими пользоваться. Все, начинайте. Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы продолжим, как сказала Наталья Александровна, курс вебинаров по теме дактилология и русский жестовый язык. Сегодня с вами будет работать Скорнякова Елена Васильевна, а голосовое сопровождение буду представлять я, Есева Валентина Ивановна. Сегодня мы с вами познакомимся с жестами на тему социального общения. Это больница, вызов скорой помощи, вызов врача и трудоустройство. Сначала мы познакомимся со словами, а потом разучим диалог. Начинаем работать. Первое слово – болезнь. Елена Васильевна, повторите еще раз, пожалуйста. А теперь попробуйте сказать сами. Очень хорошо. Молодцы. Продолжаем. Больничный лист. Скажем вместе с Еленой Васильевной. А теперь скажите, пожалуйста, сами. Больничный лист. Следующее слово – больной. Покажем вместе с Еленой Васильевной. А теперь попробуйте показать сами. Больной. Что, продолжим. Врач. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста, и сделайте вместе с Еленой Васильевной. Врач. А теперь постарайтесь показать сами. Врач. Очень хорошо. Следующее слово. Градусник. Жест трудный. Давайте покажем вместе. Градусник. Покажите, пожалуйста, сами. Очень хорошо. Следующее слово – инсульт. Елена Васильевна, повторите, пожалуйста. Покажем вместе. Покажите, пожалуйста, сами. Инсульт. Показали и запомнили. Следующее слово – кардиолог. Покажем вместе с Еленой Васильевной.
Кардиолог. Покажем самостоятельно. Кардиолог. Следующее слово кашель. Жест достаточно легкий, да? Покажем вместе. Кашель. Покажите, пожалуйста, сами. Кашель. Следующее слово кровь. Еще раз, пожалуйста. Покажем вместе. А теперь покажите, пожалуйста, сами. Кровь. Следующее. Кровотечение. Трудно. Елена Васильевна, еще раз. Кровотечение. Вместе с Еленой Васильевной. Кровотечение. Постараемся сделать самостоятельно. Кровотечение. Лекарство. Вместе с Еленой Васильевной. Лекарство. Самостоятельно. Лекарство. Медицина. Вместе. Медицина. Самостоятельно. Медицина. Медсестра. Вместе с Еленой Васильевной. Медсестра. Самостоятельно. Медсестра. Обследование. Вместе с Еленой Васильевной покажем обследование. Сами. Обследование. Педиатр. Еще раз, Елена Васильевна. Педиатр. Самостоятельно. Вспоминайте. Педиатр. Перевязка. Вместе с Еленой Васильевной. Перевязка. Сами. Перевязка. Жест достаточно простой и понятный. Следующее слово. Порез. Покажем вместе. Порез. Сами. Порез. Психиатр. Трудный жест. Еще раз. Психиатр. Вместе с Еленой Васильевной. Психиатр. А теперь самостоятельно. Психиатр. Надеюсь, что все получилось. Пульс. Достаточно понятный жест. Вместе с Еленой Васильевной покажем. Пульс. А теперь покажите, пожалуйста, сами. Пульс. Рвота. Вместе. Самостоятельно. Рвота. Рецепт. Вместе. Рецепт. Самостоятельно. Рецепт. Сердцебиение. Покажем вместе. Сердцебиение. А теперь самостоятельно. Сердцебиение. Скорая помощь. Вместе с Еленой Васильевной. Скорая помощь. Самостоятельно. Скорая помощь. Стоматолог.
Еще раз, Елена Васильевна, пожалуйста. Стоматолог. Самостоятельно. Стоматолог. Таблетки. Вместе с Еленой Васильевной. Таблетки. Теперь, пожалуйста, сами. Таблетки. Хорошо. Температура. Вместе с Еленой Васильевной. Температура. А теперь самостоятельно. Жест достаточно легкий и понятный. Температура. Терапевт. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Терапевт. Теперь вместе. Терапевт. А теперь, пожалуйста, сами. Терапевт. Следующее слово. Укол. Покажем вместе. Попробуйте сами. Укол. И последнее слово. Хирург. Ой, опять сложный жест, Елена Васильевна. Еще раз. Хирург. Попробуйте показать сами. Хирург. Сейчас с этими словами мы постараемся составить диалог. Примерный диалог с врачом в больнице. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Что вас беспокоит? Еще раз посмотрите, пожалуйста. Здравствуйте. Проходите. Садитесь. Что вас беспокоит? Постарайтесь повторить реплики диалога самостоятельно. Здравствуйте. Проходите. Садитесь. Что вас беспокоит? Не знаю. Плохо себя чувствую. Очень болит живот. Еще раз, пожалуйста. Не знаю. Плохо себя чувствую. Очень болит живот. А теперь попробуйте самостоятельно повторить реплики диалога. Следующее. Не знаю. Плохо себя чувствую. Очень болит живот. Продолжаем. Я отправлю вас на обследование. Еще раз, Елена Васильевна, пожалуйста. Я отправлю вас на обследование. Повторите, пожалуйста, самостоятельно. Я отправлю вас на обследование. Продолжаем. Еще у меня часто болит голова, но температуры нет. Еще у меня часто болит голова, но температуры нет. Посмотрите еще раз, пожалуйста. Еще у меня часто болит голова, но температуры нет.
Попробуйте сказать эту реплику сами. Еще у меня часто болит голова, но температуры нет. Вы принимаете лекарства от головной боли? Вы принимаете лекарства от головной боли? Еще раз, Елена Васильевна, покажите, пожалуйста. Вы принимаете лекарства от головной боли? Попробуйте сказать это предложение самостоятельно. Вы принимаете лекарства от головной боли? Нет. Хочу, чтобы вы выписали рецепт. Нет. Хочу, чтобы вы выписали рецепт. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Нет. Хочу, чтобы вы выписали рецепт. Давайте попробуем сказать эту реплику самостоятельно. Нет. Хочу, чтобы вы выписали рецепт. Я выпишу вам рецепт. Я выпишу вам рецепт. Вот рецепт и направление на обследование. Вот рецепт и направление на обследование. Когда пройдете, приходите снова. Когда пройдете, приходите снова. Еще раз. Я выпишу вам рецепт. Я выпишу вам рецепт. Вот рецепт и направление на обследование. Когда пройдете, приходите снова. Попробуйте сказать все это сами. Я выпишу вам рецепт. Вот рецепт и направление на обследование. Когда пройдете, приходите снова. Достаточно сложная, да, реплики, поэтому давайте еще раз покажем, Елена Васильевна. Я выпишу вам рецепт. Я выпишу вам рецепт. Вот рецепт и направление на обследование. Когда пройдете, приходите снова. Спасибо. До свидания. Покажите, пожалуйста, конец диалога сами. Спасибо. До свидания. А теперь еще раз вместе с Еленой Васильевной повторим этот диалог. Здравствуйте. Проходите, садитесь. Что вас беспокоит? Не знаю. Плохо себя чувствую. Очень болит голова. Ой, живот. Еще раз. Очень болит живот. Я отправлю вас на обследование. Я отправлю вас на обследование. Еще у меня часто болит голова. Еще
У меня часто болит голова, но температуры нет. Вы принимаете лекарства от головной боли? Вы принимаете лекарства от головной боли? Нет. Хочу, чтобы вы выписали рецепт. Выписали рецепт. Я выпишу вам рецепт. Я выпишу вам рецепт. Вот рецепт и направление на обследование. Когда пройдете, приходите снова. Спасибо. До свидания. Следующий диалог возможный в больнице. Добрый день. Вместе с Еленой Васильевной повторите, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Проходите. На что жалуетесь? Еще раз вместе с Еленой Васильевной. Здравствуйте. Проходите. На что жалуетесь? Попробуем сказать это самостоятельно. Здравствуйте. Проходите. На что жалуетесь? Второй день у меня сильно болит горло и повышенная температура. Второй день у меня сильно болит горло и повышенная температура. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Второй день у меня сильно болит горло и повышенная температура. Возьмите градусник. Поставьте. Откройте рот. Еще раз. Возьмите градусник. Поставьте. Откройте рот. Попробуем сказать это самостоятельно. Возьмите градусник. Поставьте. Откройте рот. У вас ангина. Температура 38. Я дам вам рецепт. Срочно идите в аптеку. Купите лекарства и лечитесь. Еще раз внимательно посмотрим и скажем вместе с Еленой Васильевной. У вас ангина. Температура 38. Я дам вам рецепт. Срочно идите в аптеку, купите лекарства и лечитесь. Попробуем сами сказать эти реплики. У вас ангина. Температура 38. Я дам вам рецепт. Срочно идите в аптеку, купите лекарства и лечитесь. Спасибо.
До свидания. Повторите, пожалуйста, сами. Спасибо. До свидания. До свидания. Прием через 3 дня. Давайте скажем самостоятельно. До свидания. Прием через 3 дня. Что еще раз, наверное, мы пройдемся по этому диалогу, вспомним слова и реплики. Добрый день. Говорим вместе с Еленой Васильевной. Здравствуйте. Проходите. На что жалуетесь? Второй день у меня сильно болит горло и повышенная температура. Возьмите градусник, поставьте, откройте рот. У вас ангина. Температура 38. Я дам вам рецепт. Срочно идите в аптеку, купите лекарства и лечитесь. Спасибо. До свидания. До свидания. Прием через 3 дня. Следующий диалог – вызов врача на дом. Добрый день. Чем могу помочь? Чем помочь? Еще раз вместе с Еленой Васильевной. Добрый день. Чем могу помочь? Сами. Добрый день. Чем могу помочь? Могу ли я вызвать врача на дом? Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Могу ли я вызвать врача на дом? Попробуйте сказать сами. Могу ли я вызвать врача на дом? Скажите ваш адрес, телефон и что беспокоит. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Скажите ваш адрес, телефон и что беспокоит. Попробуйте сказать сами. Скажите ваш адрес, телефон и что беспокоит. У меня температура 39 и рвота с утра. Адрес: улица Пушкина, дом 25, квартира 5. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. У меня температура 39, рвота с утра. Адрес: улица Пушкина, дом 25, квартира 5. Давайте попробуем сказать это самостоятельно. У меня
температура 39 и рвота с утра. Адрес: улица Пушкина, дом 25, квартира 5. Ожидайте врача утром с 8 до 12. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста. Ожидайте врача утром с 8 до 12 часов. Попробуем сказать сами. Ожидайте врача утром с 8 до 12 часов. Спасибо. Спасибо. Так. Следующий диалог. Вызов скорой помощи. Вызов скорой помощи. Это скорая помощь. Слушаю вас. Еще раз посмотрите, пожалуйста. Это скорая помощь. Слушаю вас. Попробуйте сказать сами. Это скорая помощь. Слушаю вас. Здравствуйте. Мне нужна срочная помощь. У моей мамы случился сердечный приступ. Еще раз. Здравствуйте. Мне нужна срочная помощь. У моей мамы случился сердечный приступ. Попробуем сказать это самостоятельно. Здравствуйте. Мне нужна срочная помощь. У моей мамы случился сердечный приступ. Давайте еще раз. Последнее предложение сложное, Елена Васильевна. Еще раз покажем. У моей мамы случился сердечный приступ. Скажите, пожалуйста, фамилию. Пожалуйста, фамилию, имя, отчество. Год рождения мамы. Год рождения мамы. Адрес и телефон. Еще раз вместе с нами. Скажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, год рождения мамы, адрес и телефон. А теперь самостоятельно. Скажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, год рождения мамы, адрес и телефон. Петрова Анна Петровна. 15 апреля 1956 года рождения. Адрес: улица Пушкина, дом 25, квартира 5.
Еще раз вместе с Еленой Васильевной. Петрова Анна Петровна 15 апреля 1956 года рождения, адрес улица Пушкина, дом 25, квартира 5. Попробуем сказать это сами. Петрова Анна Петровна 15 апреля 1956 года рождения, адрес улица Пушкина, дом 25, квартира 5. Не беспокойтесь, врач выезжает, будет через 15 минут. Еще раз внимательно посмотрите, пожалуйста, и сделайте вместе с нами. Не беспокойтесь, врач выезжает, будет через 15 минут. Попробуем сами. Не беспокойтесь, врач выезжает, будет через 15 минут. Спасибо. Что, еще раз, да, диалог повторим, Елена Васильевна? Это скорая помощь. Слушаю вас. Здравствуйте. Мне нужна срочная помощь. У моей мамы случился сердечный приступ. Скажите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество, год рождения мамы, адрес и телефон. Петрова Анна Петровна 15 апреля 1956 года рождения. Адрес улица Пушкина, дом 25, квартира 5. Не беспокойтесь, врач выезжает, будет через 15 минут. Спасибо. Спасибо. А теперь мы с вами поговорим про трудоустройство. Какие там возможны диалоги? Здравствуйте. Вы отдел кадров? Вы отдел кадров? Еще раз внимательно посмотрите. Здравствуйте. Вы отдел кадров. Так, еще раз. Отдел кадров. Давайте покажем. Отдел кадров. Хорошо. Здравствуйте. Да. Да. Покажите, пожалуйста, самостоятельно. Здравствуйте. Да. Я вам звонил насчет работы токаря. Я вам звонил насчет работы токаря. Еще раз посмотрите внимательно, пожалуйста, сделаем вместе. Я вам звонил насчет работы токаря. Попробуйте сказать сами. Я вам звонил насчет работы токаря. Вы Иван? Повторите, пожалуйста, самостоятельно. Вы Иван?
Да. Скажите, пожалуйста, нам сами. Да. Присаживайтесь. Сколько лет у вас стажа? Сколько лет у вас стажа? Еще раз, вместе с Еленой Васильевной. Присаживайтесь. Сколько лет у вас стажа? Попробуйте сказать сами. Присаживайтесь. Сколько лет у вас стажа? 5 лет. 5 лет. Сами скажите, пожалуйста, 5 лет. А сколько вам лет? Сколько вам лет? Вместе с Еленой Васильевной. Сколько вам лет? Сами. Сколько вам лет? 30. Покажите, пожалуйста, самостоятельно. 30. Резюме принесли. Резюме принесли. Вместе с Еленой Васильевной давайте сделаем. Резюме принесли. Сами. Резюме принесли. Да, конечно. Самостоятельное. Да, конечно. Вы нам понравились. Вы нам понравились. Ваше резюме тоже. Принимаем вас на работу. Завтра можете приступать. Еще раз, Елена Васильевна. И вы, уважаемые зрители, вместе с Еленой Васильевной. Вы нам понравились. Ваше резюме тоже. Принимаем вас на работу. Завтра можете приступать. Ну и попробуем самостоятельно. Вы нам понравились. Ваше резюме тоже. Принимаем вас на работу. Завтра можете приступать. Спасибо. До свидания. Сами покажите, пожалуйста. Спасибо. До свидания. Еще раз, да? Трудоустройство. Полностью. Все вместе, да. Угу. Давайте еще раз. Здравствуйте. Вы отдел кадров? Здравствуйте. Да. Я вам звонил насчет работы токаря. Вы Иван? Да. Присаживайтесь. Сколько лет у вас стажа? 5 лет. Сколько вам лет? 30. Резюме принесли? Да, конечно. Вы нам понравились. Ваше резюме тоже. Принимаем вас на работу. Завтра можете приступать. Спасибо. До свидания. Мы благодарим вас за внимание. Наша встреча сегодня закончена. Можете присылать ваши пожелания и вопросы на сайт нашего института.